осложнения оперативной обстановки не допущено. При этом по многим приоритетным направлениям мы смогли существенно продвинуться вперед. Артем Хохорин доложил, в приоритете полиции пресечение попыток активизации ОПГ, в том числе молодежных. Обострилась проблема интернет-преступлений, когда средства похищают, используя мобильные технологии. Так за год мошенники получили от татарстанцев $1 миллиард рублей. В нашем распоряжении имеется достаточный арсенал, позволяющий раскрывать такие преступления. При совершении дистанционных хищений преступники, как правило, используют обезличенные сим-карты, которые приобретаются за определенное вознаграждение физических лиц. Здесь тоже возможно решение, это внесение изменения в Кодекс административных правонарушений Российской Федерации в части ужесточения. Одна из самых бурных дискуссий развернулась по изменениям республиканского закона о митингах. К нему в русле федеральных новаций предложили ряд поправок. Для согласования митингов организаторам нужно будет подавать банковские реквизиты и обеспечить соблюдение санитарных норм. Дополнительно необходимо указывать сведения о формах и методах организации санитарного обслуживания при проведении публичного мероприятия, а также при проведении мероприятия с участием более 500 человек, реквизиты банковского счета организатора. С такими изменениями не согласились в КПРФ. Реквизиты банковского счета организатора. Есть же закон о персональных данных? Есть. Этот человек должен писать все, отдать в исполком, там столько еще по инстанциям они ходят, подписывают, переписывают. В «Единой России» отметили, законопроект носит технический характер и будет способствовать большему порядку. Коллеги, здесь меньше политики, здесь больше порядка. А за порядок, мне кажется, надо всегда голосовать. Поэтому я поддерживаю. В итоге большинством голосов законопроект был принят. Санитарное обслуживание тех, кто может замерзнуть на зимнем митинге или еще кому-то плохо стало в условиях проведения каких-то мероприятий. Их поддержать, их жизнь спасти. Вот это все демократически, я считаю, правильно. Еще большую полемику вызвали изменения в избирательный кодекс республики. КПРФ предлагала внести 80 поправок. В частности, коммунисты выступали против многодневного голосования. Когда мы с вами вводим многодневное голосование, говоря теперь уже, что не безопасность даже, а удобно. Удобно людям оказалось 3 дня. То, извините меня, кому-то удобнее, может быть, и по телефону проголосовать, и еще как-то. Вот Артем очень эмоциональный человек, хорошо бы ко мне пришел, вот в театре поработал, было бы хорошо. Но я считаю, что это абсолютная демагогия. Если для людей это удобно, то почему нет? Законодатель закладывает возможность увеличения количества дней, исходя из той ситуации, эпидемиологической ситуации, которая будет складываться в нашей стране. Это не решение вопроса о назначении многодневного голосования. Такое решение принимается спустя 10 дней с момента принятия закона об объявлении выборов. В итоге большинством голосов депутаты внесли изменения в избирательный кодекс республики, отклонив все поправки КПРФ и одну ЛДПР. Без полемики и почти без вопросов депутаты сегодня заслушали отчет о работе за год уполномоченного по правам человека. С Ильей Сабурской поступило более 5000 обращений. Как следует из доклада, в год пандемии почти половина обращений уполномоченному касалась социальных прав. Впервые за несколько лет на первое место вышли вопросы социального обеспечения. Тема ЖКХ отошла на второй план. Также татарстанцы стали чаще обращаться по поводу работы медучреждений, писали в «Народный контроль». Проводилась аналитическая работа по выявлению тех организаций, в отношении которых в систему поступили обращения. И совместно с Министерством здравоохранения, с специалистами, ответственными за работу «Народный контроль», реализовывались данные вопросы. На повестке дня сегодня было более 30 вопросов. Также депутаты, выслушав мнение непарламентских партий, приняли в первом чтении закон о развитии производства органической продукции. Документ призван стимулировать производство экологически чистых продуктов. Дмитрий Алинин, Вадим Маларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.